Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойо Пирзода. Сегодня утром в центре Сагдийской области в городе Худжанд с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялся областной конкурс Сайри Гули Лола – праздник тюльпанов. В центре Сагдийской области, в городе Худжанде, с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялся областной конкурс Сайри Гули Лола – праздник тюльпанов. С целью проведения конкурса на высоком уровне и достойной встречи высокого гостя, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, парк культуры и отдыха имени Камола Худжанди был превращен в цветник. Конкурс Сайри Гули Лола является одним из основных исторических столпов празднования международного Навруза. Возрождение древней традиции играет значительную роль в привитии любви к природе и воспитании чувства прекрасного среди населения. По мнению историков, в прошлом этот обряд проводился с особой пышностью на территории древней Сагдианы и Бактрии, в других регионах под названием «Праздник красных цветов». В последние годы в Республике Таджикистан празднование Сайри Гули Лола на уровне махалли, селения, города, района, области и республики является признаком признания исторических и культурных ценностей таджикского народа. Инициатором этого доброго и благородного начинания является президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, который напутствует народ к созиданию и благоустройству, пропагандирует эстетическую культуру среди населения. В заключительном туре областного конкурса Сайри Гули Лола представители 18 городов и районов Сагдийской области выставили на обозрение свыше 100 сортов тюльпанов, различные виды декоративных цветов, а также представили образцы произведений живописцев и граверов, цветоводов и оформителей, изготовленные с особым изыском. Кроме того, согласно требованиям конкурса, студентами институтов и университетов города Худжанда, учащимися средних общеобразовательных учреждений, зрителям была представлена литературно-художественная композиция. Юноши и девушки состязались в чтении стихов Байт-Барака, вид состязания, где участники непрерывно декламируют стихи на определенную тему, и в исполнении бадихан – народные куплеты, исполняемые смешанным дуэтом, что доставило зрителям огромное удовольствие. Конкурс проходит в 5 номинациях: лучшее оформление, лучший букет, лучшая икебана, лучший художник и лучший цветовод. Победители определяются согласно требованиям конкурса. Особое внимание уделяется использованию большого количества цветов, в частности тюльпанов, а также выбору интересных композиций и дизайнов, качеству работ и выращиванию цветов. Победителям конкурса будут вручены дипломы, благодарности и премии от 1000 до 3000 самани. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку профессиональной деятельности цветоводов парка культуры и отдыха имени Камола Худжанди, которые в текущем году вырастили свыше 300 тысяч тюльпанов. Было отмечено, что в настоящее время на территории парка произрастают около 40 видов тюльпанов, которые своей цветовой гаммой придают этой местности особую красоту. Для их обозрения ежедневно парк посещает огромное количество жителей и иностранных гостей. На территории парка, которая составляет около 9 гектаров, высажено свыше 100 тысяч различных цветов и свыше 30 видов декоративных и вечно зеленых деревьев. По данным ответственных лиц, в прошлом году парк посетили около 70 тысяч человек, из которых 10 тысяч – иностранные туристы. Работники Главного управления по благоустройству являются ответственными за выращивание цветов. На областном конкурсе Сайри Гули Лола также была дана достойная оценка высокому мастерству цветоводов этого города. Напомним, что первый и второй тур конкурса Сайри Гули Лола были проведены на уровне махаллей, селений, поселков, районов, городов и областей. Третий тур будет проведен в столице страны, городе Душанбе. Как было отмечено, основной целью проведения конкурса Сайри Гули Лола является активизация работ по благоустройству и озеленению в городах, районах, селениях, махаллях, а также пропаганда эстетической культуры среди населения.
В продолжении рабочей поездки в Худжан Сагдийской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию канатную дорогу от парка культуры и отдыха имени Камоли Худжанди до комплекса Шаха Исмоили Сомуни через Сырдарью протяженностью более 1 километра. В городе Худжан Сагдийской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию канатную дорогу от парка культуры и отдыха имени Камоли Худжанди до комплекса Шаха Исмоили Сомуни через Сырдарью протяженностью более 1 километра. Канатная дорога построена в рамках объявления 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел в красивой и привлекательной для местных и иностранных туристов местности на берегу Сырдарьи и в парке культуры и отдыха имени Камоли Худжанди. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Худжан является одним из излюбленных исторических мест для внутренних и иностранных туристов. Создание для них благоприятных условий считается благородной инициативой. Канатная дорога, построена отечественными предпринимателями, обеспечена 47 кабинами, каждая из которых рассчитана на 4 человека, в том числе 7 кабинами обслуживания высшей категории. Сооружение способно одновременно обслуживать 160 человек. Высота канатной дороги составляет 35 метров от уровня реки. Со сдачей ее в эксплуатацию 16 человек обеспечены постоянными рабочими местами. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе беседы с ответственными лицами города Худжан и лицами, осуществившими этот благородный шаг, отметил важность улучшения возможностей обслуживания жителей и гостей, охвата большего количества жителей рабочими местами. Было отмечено, что только в 2018 году свыше 64 тысяч туристов и гостей посетили туристические достопримечательности и исторические памятники Худжанда, из которых большую часть составляют иностранные граждане. Напомним, что в настоящее время в Сагдийской области для приема и организации отдыха гостей функционирует 26 туристических компаний, свыше 60 гостиниц и 13 санаторий. Поток туристов на территории области возрастает. В 4-й день своей рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие в фестивале «Национальные наврузовские блюда», организованном на площади Исмоили Сомуни в Худжанде. На берегу Сырдарьи в живописном благодатном местечке собрались лучшие повара из всех городов и районов области. Выставили на показ 50 видов национальных наврузовских блюд. На фестиваль также приглашены повара и кондитеры из учреждений торговли и общественного питания со всех городов и районов, которые на высоком уровне продемонстрировали один из главных элементов наврузовских торжеств – накрывание праздничного дастархана. Таким образом, было выставлено 50 всевозможных видов национальных блюд. В 3 однотонных котлах приготовлены плов, кукурузный суп и извечный атрибут Навруза – суманак. В различных уголках площади для гостей были установлены 24 шатра и десятки топчанов с праздничными дастарханами. Гостей развлекали фольклорные группы из разных городов и районов. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел теплую беседу с поварами и другими присутствующими и отметил, что коллективные торжества являются одними из основных элементов и свойств Навруза с древнейших времен. Глава государства напомнил, что Навруз – это не просто праздник, а символ человеческой любви, милосердия и время прощения. Именно благодаря своему гуманистическому началу Навруз сохранился и прошел через века, несмотря на все попытки вытравить его из исторической памяти народа. Мы должны стремиться к сбережению всех атрибутов Навруза, привнести в них новое дыхание и оставить в наследство будущим поколениям. Проведение подобных фестивалей в Таджикистане давно стало традицией. Как говорят старожилы, в былые времена такие мероприятия проходили лишь в махалях и на улицах. Благодаря усилиям главы государства Эмомали Рахмона старые, порой забытые традиции и праздники возродились, приняли общенародный характер, в том числе и в Сагдийской области. В общей сложности в фестивале приняли участие более 10 тысяч человек, которые вместе с лидером нации с воодушевлением отметили Навруз. Участникам торжества очень пришлись по душе вкусные блюда, которыми их охотно и щедро угощали. В соответствии с давними обычаями один из уголков площади был отведен для детей и подростков, где они радостно передавались различным играм. В этом месте собрались тысячи детей и подростков. В рамках фестиваля также состоялся конкурс в различных
номинациях, таких как «Лучшее национальное наврузовское блюдо», «Лучший шатер», «Лучший праздничный дастархан», «Лучший поедатель самбусы», «Лучшее фольклорное представление» и другие. Победители награждены исполнительным органом государственной власти Сагдийской области подарками и грамотами. В рамках рабочей поездки в Сагдийскую область основатель мира и национального единства лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Худжанде открыл символический корабль-ресторан «Тимур Малик». В рамках рабочей поездки в Сагдийскую область основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Худжанде открыл символический корабль-ресторан «Тимур Малик». Ресторан состоит из 2 этажей и подвального помещения, построен на берегу Сырдарьи, рядом с парком культуры и отдыха имени Камоли Худжанди, который является излюбленным местом отдыха горожан и гостей Худжанда. В подвальном помещении расположено кафе на 100 мест. На 1-м этаже ресторан на 200 мест, на 3-м летняя площадка. Общая площадь ресторана составляет 631 квадратный метр. В ходе строительства 150 человек из числа местных жителей, а после открытия ресторана 50 человек обеспечены рабочими местами и достойной заработной платой. Ресторан построен отечественным предпринимателем Абдурасулом Раджабовым, руководителем общества с ограниченной ответственностью Абдурашид, и назван в честь выдающегося сына таджикского народа Тимур Малика. Внешние очертания ресторана имеют форму корабля. Архитектурный проект разработан компанией Сук Шахруфар. Отныне жители и гости Худжанды для своего отдыха могут пользоваться услугами нового ресторана на берегу Сырдарьи. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, после ознакомления с условиями обслуживания в необычном ресторане выразил благодарность предпринимателям за поддержку созидательной политики правительства Республики Таджикистан и напутствовал их на продолжение созидательных инициатив во имя благоустройства и процветания древней таджикской земли. На этом рабочая поездка основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в города и районы Сагдийской области Худжанд, Бустон, Гулистон, Бободжон-Гафуров и Спитамен, которая проходила с 30 марта по 2 апреля, завершилась. Во второй половине дня, 2 апреля, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон из города Худжанд вернулся в Душанбе. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!